Прямо в этот момент. Останется ли за ним что-то? Посмотри, что я имею в виду. Твой телефон, который лежит у тебя в кармане. Те номера, которые в нем. Сейчас подумай только о телефоне. Оставь все остальное. Есть ли в нем что-то, что запретил Аллах? Может быть, фотография, какой-нибудь имейл, которым недоволен Аллах. Какие-то сообщения, которые не приносят довольства Господа миров. Какие-то номера телефонов, напоминающие тебе о грехе. Если ты молодой человек, который записал себе телефонные номера девушек, или если ты девушка, которая записала телефоны юношей, не говори мне, я не буду им звонить. Даже если ты не будешь им звонить. Одно то, что ты оставил эти номера в своем телефоне, указывает на твою неискренность в покаянии. Как будто бы в один из дней они тебе понадобятся. То есть ты изначально неискренен в своем покаянии. Хорошо. В чем же тогда решение? Сейчас. Прямо сейчас, когда ты слышишь меня, проверь свой телефон и удали. Удали номера, удали смски, имейлы, удали все это. Уничтожь даже то, что у тебя в Фейсбуке, где ты, к сожалению, запостил какие-то песни, различные порнофайлы, разные развратные вещи. Любимый брат, знаешь ли ты, что если Аллах заберет душу человека, эти вещи не прекратятся и не приостановятся? Это будет продолжаться и продолжаться. Проблема в том, что наш намаз остановился после смерти. Чтение Корана закончилось. Наш истихфар и спрашивание прощения у Аллаха закончилось. А плохие дела будут продолжаться. А счетчик работает. Так в чем же решение? Сейчас, прямо сейчас, поищи в своем кабинете, в ящиках, в своей комнате, поищи, какие у тебя там бумаги, и уничтожь их. Сожги фотографии, которые напоминают тебе о грехе. Уничтожь все те вещи, которые напоминают тебе о твоем темном прошлом. Устремись сегодня к тому, чтобы разорвать все, что связывало тебя с грехом и ослушанием Аллаха. Это мой искренний совет ради Аллаха. Как много людей умерло, и после их смерти говорили: люди, помогите как-то остановить рассылки, которые все отправляются и отправляются от его имени, ведь это грехи, которые он будет брать на себя. Один человек рассказывал: у меня был друг, и мы не делали намаз, и вообще не соблюдали религию. И вот мой друг умер. Через несколько дней моя мать пошла навестить, и друг был нашим соседом. Она пошла навестить его мать того друга, который умер. А потом как-то раз моя мать сказала мне: представляешь, мать того умершего. Что она сказала? Что каждый день она видит своего сына во сне, как кто-то приходит к его могиле и мочится на нее. Да упасет нас от этого Аллах. Мочится на его могилу. Эта бедная мать боится. Знаете, что говорит тот молодой человек? Он говорит: а я знаю почему. У моего друга был сайт в интернете, где были размещены порнографические фотографии. Он сделал сайт, и этот сайт открыл для общего пользования. Там находятся развратные фильмы и фотографии. У некоторых людей есть аккаунт в Твиттере или Фейсбуке, или личный сайт, на котором они распространяют то, что пожелают. Непристойные фильмы и изображения. И такой человек не может знать, что если он внезапно умрет, возможно, миллионы грехов посыплются на него в его могилу. Этот юноша говорит: мы отправили письмо хостеру, чтобы они закрыли домен, но ничего не смогли сделать. Мы не смогли, у нас же не было пароля. Мы не знали и номер счета, чтобы закрыть этот порочный сайт. И он будет работать годы, пока не выйдет время подключения. И только тогда сайт прекратит свою работу. И этот грех не будет прекращаться, а эти плохие дела будут продолжаться. И когда люди будут копировать информацию с этого сайта и помещать ее в другое место, эти дурные дела не будут останавливаться. Устремись к исправлению этого прямо сейчас. Кто-то требует с тебя денег, верни ему его деньги. Есть какая-то вещь, которую дали тебе на хранение, и которую ты до сих пор не вернул. Верни ее сейчас. Есть кто-то, с кем ты поступил несправедливо. Разреши эту проблему. Требуй у своей души отчета до того, как она будет отчитана Аллахом. Взвешивайте ее до того, как она будет взвешена. Бойтесь Аллаха. И пусть каждая душа посмотрит на то, что она приготовила для завтрашнего дня. Устремись сегодня, любимый брат, уважаемая сестра. Если у нас есть что-то такое в телефоне, в ноутбуке, в компьютере, в ящике, в тетради, в комнате, в любом другом месте, пусть этот день не кончится, пока я не уничтожу все это, готовясь к встрече со Всевышним Аллахом. Устремитесь к тому, чтобы уничтожить все это, и кайтесь перед Аллахом искренним покаянием. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله